То есть вы хотите сказать, что в Казахстане до сих пор можно встретить договорные матчи? А когда у нас были времена, когда их не было? А вот для телезрителей можете рассказать, по какой схеме это работает? Бывает, что федерация тебя просит. Да, ну тренер бывает, придет, там скажет: ребят, сегодня не напрягайтесь, играйте спокойную игру, ничего не будет. Но есть еще букмекер. Букмекеры? А как происходит? На ставках. На ставках, то есть? Ну, то есть, например, есть, давайте назовем их в кавычках, скауты Буков. Большинство это будет в первой лиге. Они приходят, пристреливаются, смотрят на каких-то футболистов, узнают через других футболистов, что у кого-то футболиста социальное положение сложное. А, даже так? Всю команду купить сложно, конечно. И ты выбираешь там пару игроков. Защитника, вратаря, там, центрального полузащитника. Ну, заработать пенальти, да, все гол. стандартно. Штрафные, пенальти, рука, там, удаление, ну и так далее. То есть платят ему деньги, гонорар, и за это ребята сливают матч для буков. Ловуха, Гриша. Вратарь. Пацану капец, как бабки нужны. Да с ним вроде общались же уже. Он что-то там мозги хавал, а нам мнал. Ну так кто общался? Я поговорю, и все нормально будет. Да где они? Маш! Слушай, не видела перчатки мои? Везде обыскал уже. Лёш, принеси папины перчатки, они у тебя в комнате. Как обычно игрался, за тобой повторял. Дай бог, тоже как папа играть будет. Не надо, как папа. Месяцами на сборах, зарплата мизерная, вечные травмы. Кем угодно будет, но точно не футболистом. Маш, что ты начинаешь, а? Давай просто покушаем. Я не начинаю, я продолжаю. Ты столько лет в футболе и не можешь попросить нормальный контракт? У нас уже просрочки по кредитам. Мы, чтобы один закрыть, берем другой. Да за твои заслуги тебе больше всех должны платить. Ты единственный, на ком вся команда держится. Разве я не права? А ты скромничаешь и боишься попросить. Да нормальный контракт у меня. Многие и то меньше получают. Ну вот и ходи, как другие. Машуль, нормально все. Все деньги на товар же ушли. Ага, и весь дом в коробках. Там футбол, тут футбол, вся эта атрибутика, мячи, майки. Да кому это нужно? Для чего это? Да я быстро все распродам. Соседи купят, родственники. У меня пацаны с команды уже предзаказ сделали. Поэтому не переживай. И знаю, что в футбол я играю не ради денег, а потому что люблю, блин. Спасибо, Лех. Когда ты нас начнешь любить, а не свой дебильный футбол? Люблю я вас. Ладно, все. Я побежал. А ты давай улыбнись. Дети все чувствуют. Дети, пока. Кушайте. Чего сидите? Ну, вот и все. Все, Ахмед, братан. Да не за что. Только я тебя предупреждал, да? Полностью под твоей ответственностью. Да, Если конечно. завтра на поле что-нибудь случится, ты ко мне не заходил. Все, понял. Еще раз повторяю, под твою ответственность. Понял, окей. Коба, это не шутки. Завтра матч может быть последний. Ты меня понял? Таки, Нагрузку не давай. чуть позитивнее, пожалуйста, а? Понял тебя? Все. Ну все, ладно. Полежи, как отпустит, выйдешь. Все. Гриша, стой! Здорово. Здравствуйте, Анатолий Муленович. Йо, как дела? Да нормально, все, вы как? Пойдет, все хорошо. Слушай, есть пару минут поговорить надо? Блин, тренировка же скоро начнется. Может, после? Но тренер очень строгий, не хочу опаздывать. Да ладно, что ты, родной? Ты же знаешь, что этот тренер работает на нас.
Нам похрену какой он, строгий, не строгий. Короче, у нас с Диасом Нурлановичем есть тебе серьезное предложение. Как у тебя с деньгами? Если вы в долг хотите попросить, что, ну, это у меня нету. Да не, никто у тебя в долг брать не собирается. Я наоборот хочу предложить тебе заработать. У тебя какая сейчас зарплата? 300 тысяч на руки. Ага. А хочешь 5 зарплат за один день получить, а? Что-то я не пойму. Да все ты понимаешь. Просто надо матч слить. В ближайшей игре потупишь чуть-чуть, потом скажешь, что не в форме был. Тем более чемпионат только начался. Пару очков потеряете, потом нагоните. Первая лига же. Снат Муленович, я таким не занимаюсь, вы же знаете. Ну, я так не смогу. А ты смоги. Или ты забыл, кто тебя сюда привел, а? Кто педалил здесь за тебя, а? Кто? Вы? Я. И поэтому все мои просьбы ты должен выполнять с радостью, понял? Да. Тем более не бесплатно же, а? Я помочь тебе хочу. Это как-то неправильно же. Гриш, неправильно, когда семья твоя голодает. Вот это неправильно. А ты что думаешь, Ерлан это твой? Святой, что ли? Тоже нет-нет, леваки делает. Я таких знаю. Они принципиальные только до определенной суммы. Короче, Гриш, либо сейчас ты соглашаешься, и мы дальше работаем вместе, либо я нахрен выкидываю тебя из команды, и на твое место ставлю нормального вратаря, который будет со мной работать. Понял? И будет слушаться меня. Я могу подумать. Договорились. Хорошо, я согласен. Ну, красавчик. Ну и как мне все это делать? Как двигаться, подойдешь к берегу и к Расулу. Они тебе все объяснят. Они в теме, понял? И надеюсь, тебе не надо объяснять, что все это между нами. Окей. А так нормально у тебя все? А? Никто не назит? Нормально. А, все. Ты смотри, если кто-то назит сразу мне, мы это, решим вопрос. Кетіп қалды ғой деймін. Не туралы сөйлессем олар? Әділбек, а? Не туралы сөйлессем олар? Тебе лучше не знать. Так, парни, в ближайшее время у нас уже начнутся игры. Нам надо уже понять, кто будет в основном составе. Поэтому хочу вам сразу сказать, не все попадут. Даже те, кто в прошлом году играли в основе, могут в этом году не попасть. Все зависит от вас, от вашего уровня. Так что доказывайте, показывайте, выжимайте из себя все, что есть. А там мы уже посмотрим. Всем понятно? Да. Так, фамилию еще не запомнил. Извините. Как же? Байс, что-то... Байсугуров? Байсугуров. Можешь шаг вперед. И Жолдасов, да? Жолдасов. Вы мне скажите, пожалуйста, что-то вы часто болеете. В чем причина? Отравились тренером. Очень часто что-то травитесь. Так вышло. Так вышло. А что вот ребята вот вроде нормально? Питание вроде у всех одинаково. А почему именно вы травитесь? Давайте так, парни, договоримся. Еще раз тренировку пропустите, можете попрощаться с нашим клубом. Хорошо? И это всех касается. Да. У меня скоро игры начнутся. Мне нужны здоровые футболисты. Договорились? Да. Я уже вижу, здесь пару человек нет. Ну, разберемся. Идите пока пару кружков сделайте. Дальше тренировки начнем. Давай. Ереке? О, халасин. Что там? Я же тебя просил, родной. Когда у меня тренировки, можешь ко мне не подходить? Я знаю, ну, разговор есть к тебе. Че, будешь опять просить меня, чтоб я мать слил? Потом будешь отмазаться, что тебя попросили просто? Примерно, да. Ну, может, надо поговорить. Время есть? Конечно. Пойдем. После тренировки всегда время найду. А пока давай, не мешай. Иди. Пацаны, пообщаться надо. Что-то ты загруженный какой-то. Нормально все? Как сказать, в целом нормально. Тема есть. Что за тема? Недавно Санат подходил ко мне. Что говорить? Сказал поговорить с вами. Насчет чего конкретно? Хер с ним, после расскажу. Только напомните, ладно? Так, задние подтянулись. Гриша, бегаем, что, устал что ли уже? Кучнее бежим.
Говори. Короче, недавно Санат подходил ко мне. Сказал пообщаться с вами насчет ваших тем. Скажи, что за тема? Ну, насчет сливов матч. Тише ты. Ты откуда знаешь? Говорю же, Санат подходил, он сказал об этом. Тише. Получается, ты теперь с нами, да? Получается так. Ну, поздравляю. Скоро станешь богачом. Санат не сказал именно, какие матчи надо слить? Сказал начальные игры, а какие именно не уточнял. По-моему, начальная 2 тура. Обычно мы так делаем. Честно, мне как-то стыдно, что ли. Это же не сильно на команде скажется прям. Не сытый. Все нормально. Миллионер. Обработал, отдам. Давай, давай. Работаем. Что такое? Удобно давайте, не враги же. Бей. Отлично. Пошел второй. Иди. Вот так хорошо. Ой, отлично. Там у тебя времени не будет на матче. Ой, хорошо. Хорош. Молодец. Лови. Хорош. Давай, шире. Почему втроем встали? Помогите в центр. Разверни его. В одно касание. Все в одно касание. Гриша, что там стоите? Отдыхайте, двигайтесь. В одно. Я первый раз вижу, чтобы они так занимались. Ладно, что хотел, говори. Я сейчас офигеешь ты. Что там? Кто-то попросит меня, чтобы я матч слил? Или еще что-нибудь? Я уже не удивлюсь. Не тебя, а игроков. Каких еще игроков? Наших игроков подкупают, Ага. они сливают матч. Как я понял, Берег и Расул в теме. А они еще сегодня хотят... Что они еще сегодня хотят? Салам алейкум, джигиттер. Алейкум салам. Все, пойдемте, воротчика проверим. Пойдем, Гриша. Салам алейкум. Пойдем, все. Давай. Мячи берем. Чего он так резко ушел-то? Он не любит разговаривать, когда тренирует. У него подход такой. Ага. Кстати, ты слышал, что у нас бухгалтерша деньги воровала? Да. Прикинь, когда узнал, в шоке был. Вообще, как можно так делать? Вообще не понимаю, ворова. Какие-то мертвые души. Да вроде с виду нормальная, приличная женщина. Как вообще можно так делать, не понимаю. Да, сам удивлен. Она же вроде в возрасте. Солго, ё-моё! В общем, короче, я вернул 60 миллионов, надавил на нее как положено. В общем, там все решил, короче, нормально. Да? Если вот этот жирный будет там ныть, она умнау, там, скажи мне, там то, что надо, возьмем. Окей. Окей? Ладно. Жирный тип, я перегибаю палку. Ну, в принципе, нормальный мужик. Я сам просто занозился на него. Что скажешь? Да? Нормально. Ну, вам виднее, Тес Тохторович? Не, ну ты же с ним работал, он с работом, слушай. Да, ну, как тренер он, профессионал. Ну вот. В общем, давай бластимс. У меня сейчас обед с родителями. Потом соберемся четвером. Я, Санат, ты, Ирлан этот. Я? Да, ты. Посидим, пообщаемся. В общем, организуем. Хорошо? Сейчас. Ладно. По красоте сделай все. Сделаем. Все-таки на месте работать. Дұрыс па, Адеке? Да, сделаем. Ана ары бері жүргенге жолыңа темекіңе ақша бар ма?
Вот в бар, да? Есть, конечно. Ну, ладно. На, держи. Я сегодня добрый. Давай. Организуем. Давай, давай. Ну чё, Гриш, добро пожаловать в клуб, да? Да, конечно. А вы что не говорили, что в прошлом сезоне игры сливали? Тише. Чё ты разорался? У нас не встреча одноклассников. По делу позвали тебя. Хорош ты, не негатив. Надеюсь, он нас не кинет? Думаю, нет. Гриша свой же пацан. Верно? Ты вспомнил наш первый матч? Как мандражи ходили? Да, было. В общем, Гриша, мы все тебе на блюдечке принесем. Ты просто стой на ворот, пропускай голы, как до этого пропускал. Ты же любишь это делать? Да ладно, шучу, что ты? Слушай, на матчах хотел будешь? Слышь, он кепку снимает, мы работаем. Надел, играем как обычно. Ничего сложного. Понял, хорошо. Тут самое главное не спалиться. Когда получишь первые бабки, дорогие вещи не покупай. Хорошо? Ходи скромно. Дальше по делу посмотрим. Хорошо. Все, кепка чисто. Ну что, ребят, посмотрели? Заметили, как мерзко они передвигаются? Вообще действия на поле. Что они делают на поле? Обработки их. Там как будто 11 деревяшек на поле стояли. Мяч от них отскакивает, как от дерева. Это вы. Это ваш уровень вашего футбола. Я еще прошлогодние матчи посмотрел. Там вообще ужас творится. Там трансляция хреновая, как и ваш сам футбол. А что мы будем с этим делать? Мурза, что мы будем с этим делать? Я не знаю даже. А вы еще жалуетесь, когда мы вам говорим 60 кругов пробежать. У вас физики 0. Вы задыхаетесь. Косите там, лежите. Каждый хочет замену. Никто не хочет играть в футбол. А как мы будем выигрывать тогда с вами? Вы посмотрите на мировых звезд, на Роналду посмотрите. Мы же все любим Роналду. Все же футболки покупают Роналду, да? С детства. Ну вот уровень. Он же сам себя это сделал. Потому что он вкладывается в себя, понимаете? У него дисциплина есть. Он любит футбол, он живет футбол, он обожает футбол. Он после тренировки не ходит, как вы, кальян не курит, пиво не пьет, на свай не закидывает. Он опять тренируется, он развивается. Он книжки читает. Потому что мозги тоже в футболе нужны. А как без мозгов? Как ты передачу будешь отдавать? Ты пока мяч принял, ты видел, что делают мировые футболисты? Они мяч принимают, и они уже знают, кому он пас даст. А вы как принимаете мяч? Видели же? Вы его еще обработать не можете. Какой пас дать? Вы что? Они смело. У вас 2 касания вперед. Все. Весь ваш футбол, я заметил. 2-3 касания, все, у вас паника начинается. Ребят, надо в себя вкладываться. Все, хватит бухать. Хватит говно в рот закидывать, ё-моё. Давайте работать, давайте выигрывать. Хотите в премьер-лигу? Я понимаю, первая лига не уровень. Уровень, это ваш уровень, это потолок ваш. Хотите в премьер-лигу? Давайте работать, давайте тренироваться. После тренировок тренируйтесь дальше. Доказывайте нам, показывайте. Слушайте тренеров, тренируйтесь. Худейте, садитесь на правильное питание. На нас не смотрите, мы-то что, мы свое отыграли уже. Нам все, нам ничего не надо этого.
Какие ваши соперники? Первые соперники – это вы сами. Пока вы сами с собой не разберетесь, мы даже вам не поможем. Потому что завтра, если вы начнете проигрывать, кто плохой? Мы с Мурзой плохой, тренер плохой. Ну хорошо, тренера уберем, а с вашим уровнем что делать? Уровень-то у вас вот такой. Любого вам тренера приведи, толку нету, потому что вы... От вас все зависит. У нас в сборную Казахстана все же видите. Все смотрим сборную Казахстана по футболу. Какой там минус? Вот первый тайм мы идеально играем. Той же с Англией, да, 0-0, что-то выдерживаем, о, молодцы. Что происходит у нас во втором тайме? Все, нету сборной Казахстана. Потому что из жопы что вылазит? Дым кальяна. Мы максимум один тайм играем. 2 тайма мы редко играем. Они могут 2 тайма сыграть, дополнительно сыграть, еще пенальти попинать. Потом они, если хочешь, они могут поехать второй матч сыграть еще. Вот такой у них уровень. Всем понятно? Да, по вашим стеклянным глазам вижу, вам похрен. Вы сейчас думаете, что, барып, кальянщик вот. Барып, вы все начнете друг другу пихать. Еще обсуждать будете вот этих мировых футболистов, они же будут обсуждать. Еще их минустарын тауып аласыңдар ғой сендер, мен білем ғой. Идите работайте. Работы у нас много еще. Отдыхайте, бегайте, что-нибудь делайте. Ну, что сказать? Все понятно? Что еще расскажешь? Что еще? Посмотрел все прошлогодние матчи. Дело, конечно, тяжелое. Команда у нас, блин, откровенно говоря, газ-мяс. У меня дети лучше играли, честно говоря. Я вообще в шоке. А по физике вообще беда. Роберт, я полный анализ сделал по всем игрокам. Вот, посмотри, пожалуйста, надо будет по каждому игроку потянуть. Все, будем работать. Будем работать с тем, что есть. Я так понял, на усиление, на трансфер у нас денег нету, да? Нету. Никто нам не даст денег больше. Да и с этим директором у меня отношения так себе, если честно. Не хочу просить унижаться. Понятно. Ну, физика это не самое страшное. А что там самое страшное? Самое страшное то, что есть подозрение, что у нас есть игроки, которые сливают матчи. Я даже знаю, кто. Абдулаев и Тлеуов. Да? Тоже заметил, да? Конечно. Блин, там вообще беда. 5 красных карточек за 12 матчей. Один. Второй там, блин, в штрафной раз 20 валил. Сколько пенальти на ровном месте привез. Ну, там и по игре, в принципе, понятно, блин. В общем, надо решать с ними. А что с ними решать? Будем убирать с команды? У нас полкоманды так себя играет. Еще и матчи будут сливать. Я не знаю, что это. Какое у нас чемпионство? Согласен. И дисциплина у них хромает. Короче, вообще не жалко. Можно? Ну, заходи, Адильбек. Главный Усекши пришел. Почему Усекши? Ну вы же ходите туда-сюда, слухи таскаете, шепчетесь. Мастер над шептунами. Да. Че там? Хочешь рассказать, как Абдулаев и Тлеуов матч сливают? Сонно? Да. Ну, мы это уже знаем. Свежий сектор Варма. Бар. Ого, давай. Есть там еще один? Че один? Еще есть кто матч сливает? Да. Кто? Гриша. Вот почему не горят. Да уж, задачку поставил мне Ирланд. Из этих мешков сделать спортсменов будет непросто. Но попробуем. Следующая серия уже по ссылке в описании. Переходи и смотри. Жозе Мауриньо уже как-то спорт выиграл Лигу чемпионов. Ты что уже, в футболе разбираешься? Если не ты или я не будем ломать эту систему, так кто же будет ломать? Поэтому с сегодняшнего дня мы их выгоняем с команды Намос. Вот почему не горят фонари. Каждый второй сушит сухари. Жадность подруга, тут с нею на ты. Честным быть, как пешком до луны. Это взятки. Коррупция, взятки. Коррупция. Купил себе круз, подсудил людей. Честная игра не лучшая идея. Договорный матч, рефери, арбитр. Занеси конвертик, твоя карта бита. Взяточка, карман главному на поле. Какой, блин, чемпионат, тут монополия. Разговор короткий и не о футболе.
честная игра. Ты чё, на приколе? Коррупция. Вот почему не горят фонари. Каждый второй сушит сухари. Жадность подруга, тут с нею на ты. Честным быть, как пешком до луны. Это взятки. Коррупция, взятки. Коррупция. Соточка, десяточка, это все же взяточка. 2 конверта, парочка, красная им карточка. Заносят там, где